В этом ролике мы поговорим о 10 выдающихся таджиках, прославившихся на весь мир. Абу Ибрахим Исмаил ибн Ахмед Самани, также известный как Исмаил Самани, эмир из династии Саманидов, основатель государства Саманидов в Средней Азии. После смерти своего брата стал эмиром Маваринахра и в 892 году был утвержден в этой стране халифом. После ликвидации междоусобиц и мятежей и установления своего единовластия ему пришлось заниматься обеспечением безопасности государства от набегов тюркских кочевников. В 893 году он предпринял поход до Тараза, завоевал город и Таласскую долину, в которой располагались богатые серебряные рудники. Возраставшая роль саманидов в Маваринахре и сефевидов в Хорасане сильно беспокоила халифов Багдада, и в 898 году халиф издал рескрипт о низложении Исмаила и назначении наместником Маваринахра сефевида Амир ибн Лейса. Но в 900 году Исмаил Самани одержал блестящую победу над Лейсом в битве при Балхе. Наследие сафаридов в Хорасане оспаривал у саманидов и Мухаммед ибн Зейд, правитель Табасарана. Полководцу Исмаила Мухаммеду ибн Харуну удалось не только изгнать врагов из Хорасана, но и даже завоевать Табаристан. Спустя 2 года Исмаил завоевал Рей и Казвин и присоединил эти территории к государству саманидов, и тем самым были установлены границы последнего на западе. Абу Абдуллах Мухаммед ибн Исмаил аль-Бухари, более известен как имам аль-Бухари, мусульманский ученый, мухаддис и муфассир, автор одного из канонических сборников суннитских преданий Аль-Джами ас-Сахих. Его полное имя Абу Абдуллах Мухаммед ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардизбах аль-Джуфури аль-Бухари. Родился в семье выходцев из Персии, предки были зороастрийцами. Прадед аль-Мугира принял ислам из рук правителя Бухары Ямана аль-Джуфи Бухари. Его отец был соратником Малика ибн Анаса. В возрасте 7 лет имам аль-Бухари уже изучал Коран, а в возрасте 10 лет он уже знал наизусть несколько тысяч хадисов. Имам аль-Бухари оставил после себя множество трудов, важнейшим и получившим наибольшие распространения из которых является Аль-Джами ас-Сахих. К числу сочинений аль-Бухари относятся также такие книги, как Аль-Асма валь-Куна, Ат-Тарих аль-Кабир, Ас-Суна фил-Факх, Хальк аф-алаль-Ибад, Аль-Адаб аль-Муфрад и Аль-Кираа хальф-аль-Имам. Мавлана Джалаладдин Мухаммед Руми, известный обычно как Руми или Мавляна, выдающийся таджикский поэт, суфи XIII века, исламский богослов, факих. Иногда его называют также Мавлана Джалаладдин Мухаммед Балхи по названию региона Балха, откуда он родом. Влияние Румы выходит за пределы национальных границ и этнических различий. Иранцы, таджики, турки, греки, пуштуны, другие мусульмане Центральной и Южной Азии высоко оценили его духовное наследие за последние 7 веков. Его стихи переведены на многие языки мира. Руми был описан как самый популярный поэт и самый продаваемый поэт в США в 80-х годах. Хаким Абуль-Касим Мансур Хасан Фирдауси Туси, персидский и таджикский поэт, автор эпической поэмы «Шахнаме». Ему приписывают также поэма «Юсуф и Зулейха». Пользуется большой популярностью и считается национальным поэтом в Иране, Таджикистане и Афганистане. Шахнаме является, пожалуй, единственным произведением Фирдауси, авторство которого установлено бесспорно. Возможно, Фирдауси писал стихи в молодости, но до наших дней они не дошли. Некоторое время Фирдауси также приписывали поэму «Юсуф и Зулейха». Но в настоящее время научное сообщество отрицает его авторство. В кругах исследователей также идут споры о сатирической поэме, предположительно принадлежащей Фирдауси, в которой поэт высмеял султана Махмуда Газневи за то, что тот не вознаградил должным образом труд поэта. Ахмад Дониш, таджикский ученый, писатель, просветитель, философ, мыслитель и поэт, государственный деятель Бухарского Эмирата. Ахмад Дониш оставил богатое философское, историческое и литературное наследие, которое изучается во многих странах. В частности, такие ученые, как Садриддин Аяни,
Ибрагим Муминов, Зариф Раджабов, Евгений Бартлс, Расул Ходизода, Амен Хайдаров и другие опубликовали ряд статей и монографий, в которых анализировались труды Ахмада Дониша. Камол Худжанди, персидский и таджикский поэт, по преимуществу лирик, писал на персидском языке. Родился в городе Худжанде, большую часть жизни прожил и умер в Тибризе, учился в Самарканде и Ташкенте, совершил хадж в Мекку. В 1385 году во время нападения хана Тохтамыша был увезен в золотоордынскую столицу Усарай, где прожил 4 года, умер в нищете. По свидетельству первоисточников, диван Камол Худжанди насчитывал 14 тысяч бейтов, в сохранившихся рукописях около 8 тысяч бейтов. Лучшие списки дивана хранятся в Баку, Ташкенте, Душанбе, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Камол Худжанди прославился как мастер поэтической формы газелей. Его творчество проникнуто суфийскими идеями. Абу Абдуллах Джафар ибн Мухаммед Рудаки, таджикский и персидский поэт, певец и ученый, основоположник персидской литературы, один из первых известных персидских поэтов, начавший сочинять стихи на новоперсидском языке, считается отцом персидской поэзии, который стоял у истоков литературы на этом языке. По преданию сложил около 180 бейтов. Рудаки пользовался расположением эмира Насра II. В течение нескольких десятилетий возглавлял плеяду поэтов при дворе саманидских правителей Бухары, имел богатство и славу. Рудаки был довольно плодовитым автором. Он писал поэмы, кассиры, газели, рубай, лукс и так далее. По преданию от него дошло более 130 тысяч двустиший. Абу Абдуллах Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми, среднеазиатский ученый IX века, математик, астроном, географ и историк. Благодаря ему в математике появились термины алгоритм и алгебра. Аль-Хорезми родился в эпоху великого культурного и научного подъема. Начальное образование он получил у выдающихся ученых Маваренахра и Хорезма. На родине он познакомился с индийской и греческой наукой, а в Багдаде он попал уже вполне сложившимся ученым. В Багдаде он провел значительный период своей жизни, возглавляя при халифе Аль-Мамуне дома мудрости. Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Аль-Хасан ибн Али ибн Сина, известный на Западе как Ибн Сина или Авиценна, средневековый персидский и таджикский ученый, философ и врач, представитель восточного аристотелизма, был придворным врачом саманидских эмиров и далийских султанов. Некоторое время был визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 274. Самый известный и влиятельный философ-ученый средневекового исламского мира, написанный на арабском энциклопедический труд «Книга исцеления», посвящен физике, логике, биологии, психологии, геометрии, арифметике, музыке, астрономии, а также метафизике. Книга знания Даниш-Наме также является энциклопедией. В области химии Ибн Сина открыл процесс перегонки эфирных масел, умел добивать соленую, серную и азотную кислоты, гидроксиды калия и натрия. Ибн Сина писал в своем труде о роли и месте физических упражнений в оздоровительной и лечебной практике. Дал определение физическим упражнениям, произвольные движения, приводящие к непрерывному глубокому дыханию. В астрономии Ибн Сина критиковал представления самого Аристотеля. Гиасаддин Абуль-Фатх Амар ибн Ибрахим Хайям Нашапури, также известный во всем мире как Амар Хайям, персидский и таджикский философ, математик, астроном и поэт. Внес вклад в алгебру построением классификации кубических упражнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всем мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи. Амар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей. Учениками Хайяма были такие ученые, как Музафар аль-Асфари и Абдурахмани аль-Хазани.
При жизни Хайям был известен исключительно как выдающийся ученый. На протяжении всей жизни он писал стихотворные афоризмы, в которых высказывал свои сокровенные мысли о жизни, о человеке, о здоровье в жанре камрият и зухдият. Долгое время Омар Хайям был забит. По счастливой случайности тетрадь с его стихами попала в викторианскую эпоху в руки английского поэта Эдварда Фицджеральда, который перевел многие рубаи сначала на латынь, а затем и на английский язык. В начале 20 века рубай в весьма вольном и оригинальном переложении Фицджеральда стали едва ли не самым популярным произведением викторианской поэзии. Всемирная известность Омара Хайяма как глашатая гедонизма, отрицающего посмертное воздаяние, пробудило интерес и к его научным достижениям, которые были открыты заново и переосознаны. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, а также при возможности подписывайтесь и на инстаграм канала. Who's